Жила в давние времена одна семья. Мать, отец и единственный ребенок, дочка-красавица по имени Зухра. Родители так боялись, что чужие люди могут девочку сглазить, что никому ее не показывали и совсем не выпускали на улицу. А все равно прознали люди о юной красавице. Вот исполнилось Зухре 14 лет. Однажды зашли к ним в дом соседские девочки и стали просить родителей: «Пустите вашу дочку с нами на озеро купаться». Мать не соглашается. «Нет у нас никакой дочки». «А мы знаем, что есть у вас дочка по имени Зухра. Отпустите, пожалуйста», – упрашивают девочки. 3 дня подряд ходили и просили. Наконец мать Зухры согласилась. Нарядила она дочь и сказала ей: «Смотри, не потеряйся и долго не гуляй, возвращайся поскорее». Пошли девочки все вместе купаться на озеро за деревней. Быстро разделись, оставили на берегу свою одежду и вошли в воду. Накупались, наплескались, набрызгались всласть. Вышли на берег одеваться, смотрят, а на одежде Зухры огромный черный змей кольцами свернулся. Испугались девочки и убежали. А Зухра не может убежать, ведь голой идти через деревню нельзя. Заплакала она горькими слезами. И вдруг змей говорит: «Не плачь, Зухра, я тебя не трону и одежду твою отдам. Скажи только, выйдешь ли ты за меня замуж?» Зухра отвечает, дрожа: «Что ты такое говоришь? Ты ведь змей!» «Таково мое слово. Я приду за тобой, когда тебе исполнится 18 лет. Жди меня!» С этими словами змей уполз к озеру и нырнул в него. Зухра вернулась домой, вся бледная и испуганная. Спрашивает ее мать: «Что с тобой, доченька?» Рассказала Зухра, что с ней случилось, и стала просить: «Матушка, не отдавайте меня замуж за черного змея». «Не волнуйся, доченька, не для того я тебя рожала, не для того берегла, как зеницу ока. Что-нибудь придумаем». Зухра понемногу успокоилась. День шел за днем своим чередом, вот исполнилось девушке 18 лет. Чтобы змей не смог к ним пробраться, обнесли родители Зухры весь дом и двор высоким чугунным забором. Как-то раз пошла Зухра на улицу по делам, но прибежала обратно в дом со слезами. «Мамочка, папочка, к нам ползет черный змей!» Вышли они вместе на улицу и видят: все небо потемнело, словно собирается ураган. Ползут к их дому змеи, летят драконы, пэри и джинны. Испугались Зухра и ее родители, быстрее вбежали во двор и заперли за собой чугунные ворота. Остановился черный змей прямо перед самыми воротами и говорит: «Ты, Зухра, не сдержала своего слова, не ждала меня, но я все равно пришел за тобой. Выходи!» Отвечает ему девушка: «Нет, я к тебе не выйду, уходи туда, откуда пришел!» «Я не уйду без тебя, и времени у меня мало, чтобы ждать долго. Все равно тебя заберу!» Вдруг один угол дома стал подниматься в воздух. Очень испугались Зухра и ее родители. «Что ж, видно, такова моя судьба. Сейчас я выйду к тебе, черный змей!» Плача сказала красавица. В ту же секунду дом встал на свое место. Вышла Зухра на улицу, и тут же исчезли полчища змей, драконов, пэри и джиннов. Только ее жених, большой черный змей, остался с нею рядом и говорит: «Пойдем, радость моя, время пришло». Так и ушли вдвоем. Зухра идет, а змей ползет рядом с нею. Дошли до озера, змей обвил все ее тело, и нырнули они вместе в воду. На дне озера оказалась дверь. Открыл ее змей и сначала сам туда вошел, а потом позвал свою невесту. За дверью оказались золотые ступени. Ударился змей о них раз, ударился другой и обернулся красивым юношей. Сказал юноша Зухре: «Не бойся меня, я человек. Когда я был младенцем, меня украли джинны. Я овладел всеми их искусствами и теперь стал их падишахом». Узнав об этом, Зухра успокоилась. А увидев, какой красивый, умный и вежливый этот юноша, она тут же в него влюбилась. Показал ей падишах джиннов свою столицу. Чего тут только не было. Всюду дворцы из серебра и золота. Сыграли свадьбу и стали молодые жить в ладу и любви. Падишах джиннов заставлял своих подданных работать и запрещал им обижать людей. Так прошло 3 года.
Родилось у Зухры с мужем 3 детей, один другого лучше, все красивые и умные. Все было хорошо, вот только очень скучала Зухра по отцу с матерью и родному дому. Говорит она мужу: «Отпусти меня с детьми на 2 недели к родителям, пусть увидят своих внуков». Не стал возражать падишах джиннов. «Хорошо, возьми с собой в подарок золото и серебра и поезжай». Зухра взяла 3 своих детей, взяла много золота и серебра на подарки и отправилась к родителям. Муж проводил ее до золотых ступеней, там 3 раза ударился о них и обернулся черным змеем. Потом обвил всю свою семью и перенес на берег. Стали прощаться, спрашивает змей: «Знаешь ли ты, как вернуться обратно в озеро?» «Не знаю», отвечает ему жена. «Придешь на берег, позови: падишах джиннов, приди ко мне, тут я и появлюсь. Но знай, если ты расскажешь об этом кому-нибудь, я умру». Вернулась Зухра в родной дом. Все обнимались, плакали, радовались. Показала Зухра отцу и матери своих детей, отдала им подарки от падишаха джиннов. 2 недели пролетели как один день. Вот стала Зухра собираться обратно. Очень соскучилась она по своему мужу. Хотелось ей поскорее его увидеть. Только не смогла она удержаться. Открыла своей матери тайну черного змея. И задумала мать оставить свою дочь с детьми в родном доме и убить черного змея. Как все легли спать, в полночь отправилась она на берег и сказала: «Падишах джиннов, приди ко мне!» Заволновалось озеро, и появился черный змей. Не успел он выйти на берег, как срубила женщина ему голову острым мечом. Остался лежать убитый змей на берегу. А женщина тихонько вернулась домой и легла спать, как будто ничего не случилось. На следующее утро, когда Зухра собралась уходить, говорит ей мать: «Не торопись, доченька, все равно назад вернешься». «Нет, матушка, не вернусь. Будьте счастливы», ответила Зухра и поспешила к озеру вместе со своими детьми. Очень уж она соскучилась по мужу. «Падишах джиннов, приди ко мне!» закричала Зухра, едва ступила на берег. Но никто не вышел. Она кричала еще и еще, но черный змей так и не появился. Черный туман покрыл все озеро. Подошла Зухра поближе к воде и увидела под ногами змеиную голову. Догадалась она, что ее мать убила черного змея. Стала искать и нашла его тело. Плача и жалуясь на свою несчастную судьбу, похоронила Зухра тело своего мужа. Потом взяла своего старшего сына и подбросила его в воздух со словами: «Лети, душа моя, стань соловьем, пой утром и вечером, радуй человеческие сердца». Обернулся ее сын соловьем и улетел. Взяла на руки дочь и сказала ей: «Ты, свет очей моих, стань ласточкой, восхищай людей своей ловкостью и искусностью». Обернулась ее дочь ласточкой и улетела. Взяла она на руки младшего сына, долго плакала над ним, а потом сказала: «Ты, радость сердца моего, стань скворцом, знай все птичьи языки». Улетел и младший сын, обернувшись скворцом. Тогда сама Зухра взмахнула руками и обернулась голубкой. Говорят, именно так на земле появились соловей, ласточка, скворец и голубка.